Глаза боятся, руки делают. Таков девиз руководства новой старой птицефабрики в Чебоксарском районе. Напомню, в 2018 году в отношении предприятия была введена процедура банкротства. Год назад у бывшего чувашского бройлера появился новый владелец. Запустили ли заново цеха и какие планы на будущее строит руководство птицефабрики, вместе с министром сельского хозяйства Чувашии выяснила наша съемочная группа. Елена Андреева работает на птицефабрике уже 40 лет. Рассказывает, пришла сюда сразу после института. Так и осталась. Сейчас она возглавляет цех инкубации. Процесс выращивания цыплят непростой. За ними нужен глаз да глаз. Миражирование 3 раза делаем за период инкубации. На 7,5 суток, на 11,5 суток и на 19. На 19-е сутки при переводе делаем. Смотрим развитие, сколько отхода инкубации и предполагаемый уже процент вывода уже считаем. В июне на предприятии появились первые птенцы – 44 тысячи цыплят. Сейчас в инкубатор поместили вторую партию яиц – еще 64 тысячи штук. Из них вылупится порядка 85% здоровых птенцов, говорят на фабрике. После инкубатора цыплят помещают в птичник. Здесь они растут, набираются сил. Завтрак, обед и ужин у них по расписанию. Специальный корм и вода – обязательное условие для здорового роста. Также важна и температура в помещении. Температура каждый день, она, получается, снижается. Из-за того, что при заселении нужна температура где-то 32-33 градуса, а каждый день она снижается с учетом роста птицы. Сейчас на птицефабрике работают всего 20 человек. Это очень мало. Раньше здесь трудились раз в 10 больше специалистов. Руководство фабрики надеется, что сумеет вернуть коллектив. Планов, если мы организуем весь цикл производства, количество рабочих мест у нас должно составить до 200 человек. Сейчас мы рассматриваем ввести в оборот 9 птичников из 26. Если эта задача будет выполнена, то мы можем производить ориентировочно 5000 тонн мяса птицы в год. Перед руководством предприятия стоит большая задача – догнать крупнейшие птицефабрики республики. Она вполне достижимая, уверен Сергей Артамонов. Нужно немало денег, чтобы это восстановить. Сразу чудо, конечно, не случится, но предприятие работает. Государство активно будет помогать эти предприятия. Так как это сельхозорганизация, она может воспользоваться всеми мерами поддержки. Это и покупка техники, возмещение 40%. Здесь необходимо построить и комбикормовый завод. Тоже государство возмещает около 30%. Это и льготными кредитами 5% могут взять. Там у нас почти 70 видов поддержки, могут воспользоваться всеми видами поддержки. Екатерина Данилова, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.